Друзья, всем привет! Это утреннее камбэк-шоу на радио Азия Плюс. С вами Баха Назирбаев и Дарья Христолюбова. И, ребята, сейчас на ваших глазах будет твориться история. Да прям уж история. Да, новый виток развития в медиагруппе Азия Плюс, которая решила создать веб-сериал. Мы, кстати, к этому шли очень давно, очень долго, не торопясь, потому что нужно было все обдумать. И вот, наконец, все думы думные уже позади, и впереди шикарнейший проект. И мы сегодня будем о нем рассказывать, тем более, что в гостях у нас его создатели, вот такое вот потрясающее слово, и прямо сейчас будем с ними знакомиться. Это люди, которые, правда, создают новый таджикский веб-сериал. Абсолютно верно. Прямо сейчас с ребятами мы и познакомимся, но мы-то знаем их давно. Вы наверняка, друзья, тоже знаете, потому что они связаны с кинематографом достаточно давно. У нас сценарист данного сериала в гостях Азамат Зияев. Аза, привет. Привет. Всем привет, всем привет. И продюсер сериала Исмаил Зибаи. Исмаил, привет. Саламат. Исмаила многие, наверное, знают по работе с фильмов «Аниса Сабири». Это «Плач Танбура» и еще какой-то фильм был, да? Ты напомни, пожалуйста, Исмаил. «Ритм утраченного времени». Точно. Абсолютно верно. Да. Все помнишь, это хорошо, это здорово. Но давайте, наверное, прежде чем познакомиться и со сценарной линией, и с героями нового сериала, все-таки поближе познакомимся с вами. Расскажите о том, как вы попали в кино, да, и что вы там делаете. Ну, мой путь в кинематографе начался не так давно, серьезный и детальный путь, потому что года 2,5, наверное, когда я поступил в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения на сценариста, тогда я, наверное, всерьез за это взялся, отбросив все остальное, чем я до этого занимался, и решил, что вот он я, создан для кино, и не только, и вообще совсем, где нужен сценарий. Вот. Самые мои популярные работы на данный момент Бенгер, я надеюсь, когда-нибудь я их переплю, но если, дорогие слушатели, вам на ютубе когда-нибудь попадались очень сумасшедшие челленджи, где съедают 100 бургеров за раз, и все в таком духе, вот, никогда это не смотрите, но если вдруг попадет, знаете, что я к этому... Не причастен. Причастен как раз-таки к контент-чудовищу, причастен как сценарист, вот. Контент-чудовище? Да. Ты пишешь сценарий для того, как есть бургеры? Ну, я писал, это темная страница моей сценарной карьеры, вот, но деньги всем нужны, поэтому, вот. Я был молод и глуп. Не то, чтобы сейчас я стал умнее, да. Но, по крайней мере, ты уже не молод. Йоу, 25, народ, это старость или молодость? Так, ладно, хватит выпендриваться. А что касается серьезных работ? Первые серьезные работы тоже начались в Питере. Ну, я, по крайней мере, считаю их серьезными. Это первые по-настоящему творческие свободные работы, где ты пишешь то, что хочешь, находишь единомышленников, и они помогают реализовать твою идею, и параллельно вшивая в твой сценарий какие-то свои задумки. И по итогу все это получается очень искренне, местами наивно, но наполненная вот этой самой творческой искрой свободы, за которой я так и гнался. Вот. Творческая искорка у сценариста присутствует всегда, это однозначно. А вот чем занимается продюсер проекта? Мне кажется, такое всеобъемлющее слово, и не всегда каждый понимает, что за этим скрывается. Исмаил, расскажи, что делает продюсер? Ну, не всегда, да. Я тоже думаю, чем же я занимаюсь, собственно. Кто я по жизни? Ну, продюсер вообще занимается организацией всего процесса и от начала до конца, условно говоря, от того, чтобы на площадке у тебя была вода, заканчивая тем, чтобы у тебя фильм вышел в шикарном качестве и соответствовал всем требованиям, как художественным, так и техническим. Я помню, как у нас декан факультета на вручении дипломов сказал: работа продюсера начинается с того, чтобы уметь заваривать кофе на площадке. Так, значит, ты бариста и водонос. Это раньше, да, я начинал водоносом. Начинали все с низов. Поэтому вот. Но так. сейчас ты добрался уже до верха. Ну, я все равно кофе делаю. Пожалуйста, по-братски сделай нам тоже. Когда, да, началась работа над вот этим вот проектом, и как вообще будет называться новый веб-сериал? Про старт работы, наверное, скажет подробнее Исмаил, потому что я подключился к проекту, когда он уже был хоть в какой-то минимальной разработке. Да, мы его начинали с начала года, мы очень долго искали какую идею начать разрабатывать, и пришли к выводу, что было бы интересно снять такое, что-то новое для нашего рынка, если можно так сказать. И так как это веб-сериал, мы могли немного разойтись в плане творческих вещей, то есть и попробовать замахнуться на такой достаточно сложный жанр, как детективная история.
И с начала, где-то конец января, начало февраля мы начали эту разработку и подключили Азамата, который уже непосредственно занимался написанием и расписанием данного сериала. Я правильно понимаю, все начинается с жанра? Или с какой-то все-таки идеи, когда есть какие-то герои? Театр начинается с вешалки, а с чего начинается фильм? Ну, все начинается со слова. Поэтому слово — это самое важное, что у нас есть. Да, и сначала, да, естественно, определяешь тему, которая тебе интересна, после чего ты уже под эту тему понимаешь, как ты будешь рассказывать. Это как, условно говоря, жанр или целевая аудитория. Это каким языком ты будешь доносить свою мысль. Если очень просто объяснить, это такой очень... Одну и ту же историю можно рассказать разным языком. Грубо говоря, если вы приходите к родителям, вы рассказываете ту же историю, которая у вас приключилась, условно говоря, в очереди в супермаркете, где вас обсчитали или там кто-то нахамил, вы будете, наверное, скорее всего, рассказывать это более умеренно. Фильтровать речь. Скажем так, да. А если вы будете говорить это своему другу, то там уже совершенно Другой язык, да? И ремарки, и язык, и все остальное. И, соответственно, исходя из этого всего, нужно понимать, для кого ты делаешь и что ты делаешь. И, соответственно, уже давать правильные задачи. То есть одна из основных задач, как можно сказать, продюсера — это не управлять людьми, как многие думают, потому что все-таки людьми, наверное, очень сложно, в принципе, управлять, а управлять информацией, чтобы информация до каждого члена съемочной группы доходила вовремя, в полном объеме и своевременно. Самое важное. Я хотел узнать вот насчет целевой аудитории. Все-таки вы уже определились с ней, для кого этот фильм? Да, естественно, мы хотим, чтобы... главная задача и главное, если такой сверхзадачу сериала рассказать, донести людям, как очень важно работать с информацией. И что любая информация, которая нам попадает, мы ее должны внимательно отслеживать и смотреть. Ну, в принципе, я так думаю, что здесь можно любой возраст охватить. То есть, начиная от детей и заканчивая взрослыми людьми. Здесь он больше, наверное, 16+. Угу. 16 плюс из-за сцен или из-за понимания все-таки из-за какого тематики, контента? скорее всего, и из-за наполнения смыслового и месседжевого. Думаю, для детишек не совсем будет понятен ключевой посыл, вот. Но для чуть более рефлексирующих людей он будет считываемым. Для детишек. Сейчас 14-летний подросток к тебе подойдет и скажет: кто дитё? Я дитё? Я зумер. Пошли снимать ТикТок. А насчет сценария все-таки еще вопрос. Когда, мне кажется, я с кинематографом не связан, но мне все-таки кажется, что когда начинаешь писать сценарий, в любом случае подключаются какие-то люди, да, там, может быть, продюсеры, либо люди, которые платят деньги, они говорят: а я бы сделал вот так вот. В вашем случае тоже сценарий менялся от изначального до финального? И насколько сильно? И будет ли он меняться еще? Я дополню слова Исмаила до этого, то, что он сказал, когда мы разрабатывали идею. В целом, когда подключился я к проекту, там рассматривался даже сам концепт, ну, то есть мы рассматривали концептуальную антологию вперемешку даже, возможно, с каким-то рилс-сериалом и все такое, но в итоге остановились на вот этой вот классической форме. И да, ну, вообще, в целом, сценарий — это не про написать, а про переписать. В целом, в любой индустрии. И в зависимости от того, насколько переписывания тебя хватит, определяется твой скилл на самом деле и количество нервных клеток. Вот, да. Разумеется, люди приходят, видят своим взглядом историю и предлагают какие-то идеи, и переписывался сценарий хорошо. Нормально. Нормально так переписывался, да. Но сейчас он дошел до той формы, которая всех устраивает, которую все понимают, как снимать и как доносится в том смысле. Называться как будет веб-сериал? Рабочее название, по крайней мере, есть какое-то? Да, Малика. Малика. Вот сейчас, наверное, наши слушатели думают: так о чем же сериал? О чем же сериал? Говорят они там про сценарий, про продюсеров. Что? Давайте нам про саму фишку, о чем будет сериал. Мы об этом поговорим, но чуточку позже. У нас, кстати, есть еще и сообщение в Телеграме. Мы его зачитаем тоже чуть-чуть попозже. Мы сейчас прервемся, друзья, буквально на пару минут. Оставайтесь с нами. Ну что, друзья, да, наше шоу продолжается. И сегодня мы говорим о новом веб-сериале. Съемки его стартуют совсем скоро, и сегодня у нас создатели этого самого фильма. Мы узнали уже его название «Малика», ну а больше, к сожалению, мы до сих пор ничего не знаем. Ребят, рассказывайте, о чем будет фильм, кто главные герои, и, кстати, что за актеры там снялись, точнее, будут сниматься.
В общем-то, как сказал Исмаил, у нас это будет социальная драма /детектив нашей серии. Так, про социальную драму вы не говорили, детективная линия. Детективная линия /социальная драма. Окей, ну, то есть принимается. мультижанровый веб-сериал. Собственно, идем по трендам, прыгаем по ним. Сериал называется именем главной героини, которую будет звать Малька. Вот. Не буду раскрывать полностью все детали сюжета, расскажу про основную канву. Главная героиня у нас Малька, молодая девочка из провинции, у которой невероятные жизненные трудности, которые вынуждают ее поверить плохим людям, которые занимаются, какими нехорошими делами. Вот. Она ведется на их мошенническое объявление в сети, которое предлагает работу за хорошие деньги за границей. Вот. Но в определенный момент поворота сюжета она понимает, что что-то тут нечисто, решает убежать от них. И вот тут и начинается самое интересное, когда на нее объявляют охоту плохие люди, назовем их пока так. А за границей это какая страна? Есть уже момент? Куда едем снимать? Да, вот Баху интересует. я просто думаю, вам не нужны актеры? Если там в Дубае, нет, Дубай сейчас жарко. Поздно. Пишите на почту нашему Почему менеджеру. поздно? Вы здесь на протяжении нескольких месяцев сидите, что-то разрабатываете, что-то придумываете, что вы думаете, Поздно, что меняете. почему? Потому что кастинг уже давно прошел. Бах. Нет, я думал, вы имеете в виду, что это старый слишком для этого не-не-не. фильма. И Поздно. это тоже. Кастинг прошел. Когда, где, с чьим участием он проходил? Давайте, наверное, немножечко об этом поговорим. Ну, кастинг, да, очень долго длился. Мы пробовали очень многих актрис и объявляли его тоже и в сети. Мы тоже об этом говорили, да. Да, я помню. Спасибо вам. За хайп. Да. И так как у нас в Таджикистане такой серьезный вопрос всегда с актерами, как и что делать, у нас часто играют не профессиональные актеры, но у нас будут и также участие и профессиональных актеров, которые помогут нам реализовать наши задуманные. Я надеюсь, чтобы сейчас не хочу сильно рассказывать все об этом, чтобы, как говорится, кино надо смотреть, а не слушать. Интригу и какую-то говорить о хотите нем. сохранить? Так, а зачем тогда пришли, если вы не хотите об этом говорить? Хорошо, хотя бы о нескольких актерах можем рассказать? Да, у нас очень интересный актер. У нас Барохат Шукурова играет одну из главных ролей. Это актриса с многолетним опытом, профессиональная актриса, выпускница ВГИКа московского, последний курс таджикский, который был. Она играет одну из антагонистов главных. Также у нас Тахмина. Это будет ее дебютная роль. Тахмина, это, собственно, который будет играть Маляку. Который, да, будет играть Маляку. Это ее дебютная роль в кино. И самое интересное, что по профессии она психолог. И это очень сильно поможет ей вживаться в эту роль, потому что роль достаточно тяжелая. И нужно отыгрывать очень большой спектр эмоций от панических атак, заканчивая веселыми, обычными А как смешками. этого добиться непрофессиональному актеру? Она психолог. Ну и что? Все. Ну, вот. Она знает, как там такие шестереночки подкрутить Знать-то внутри. знает, понимает, но... На практике? Да, изобразить это все. Вот здесь-то и есть самый важный момент, то, что ты говоришь, что мы очень долго готовились, и в момент именно подготовки, в момент репетиции, когда ты объясняешь, например, задачу, не только то, что нужно сказать в кадре, но и то, что нужно показать, и там сверхзадачу самой сцены. То есть о чем эта сцена, что она будет рассказывать, и что значит каждое слово. То есть здесь именно вот эта химия между актером и творческой группой, с режиссером, в частности, поможет именно раскрыть это все. Друзья, у нас сегодня в гостях только Исмаил и Азамат, но, естественно, это не вся команда. Со всей командой мы будем знакомиться потихонечку в рамках того процесса, когда съемка уже начнется. Но хотелось бы узнать, а кто подбором актеров вообще занимался? Кто взял на себя эту миссию? У нас занимается подбором актеров Азиз Сатури. Это тоже... Респект Азизу Сатури. Да, он выпускник ВГИКа, тоже он режиссер. И здесь он у нас работает как кастинг-директор, который занимается подбором актеров, и еще и занимает роль второго режиссера, который отвечает за все творческие процессы на съемочной площадке, чтобы они не выбивались из планов и работали.
вы правильно сказали, что мы сегодня вдвоем здесь, как бы два не очень занятых человека на сегодня. Два бездельника. Да, на данном этапе, поэтому мы можем себе позволить прийти и рассказать. Есть свободное время. И вот послание. Да, мы к посланию вернемся. Мне хотелось бы просто узнать, когда уже начнутся съемки, это произойдет буквально, да, там через неделю, максимум 2? Правильно? Да, совершенно верно. Да, и вот в этот момент сценарист, он все еще участвует, то есть он что-то переписывает по ходу, или он говорит, все, моя работа на этом завершена, до свидания? В зависимости от того, насколько я необходим. Ну, то есть, есть разные непредвиденные моменты на съемках, на производстве, в целом это все понимают. И если вдруг я понадоблюсь, они могут просто как Бэтмена меня вызвать огромным лучом в небо, и я приду и что-то Флэш подредачу. и метнулся? Ну нет, я вот на 8-самонную таксишку, потом с пересадками, пешочком немножко. Они уже 8-самоновые, да? 7, извините, пожалуйста. Накинул рублик. Да, есть у нас сообщение. Есть сообщение. Да, доброе утро, страна. Хочется пожелать вам, дорогие коллеги, успешного развития событий в создании фильма. Исмаил, потомственный кинематографист с гиковским образованием, и отец его. Кемал на киностудии «Таджикфильм» вложил свой труд в создание настоящего кино Таджикистана. И мне посчастливилось работать с ним на фильме Анисы «Собери плач Танбура», и это было отлично. Киногруппе желаю отличного настроения и собрать настоящих творцов, чтобы в будущем это были люди, с которыми профессионально работалось. С уважением, Манзура Ульджабаева, художник кино. Вау. Спасибо большое, Манзур Турсуновна. Очень люблю этого человека, и огромный привет ей, огромную любовь мы дарим ей. Нам приятно слушать такие вещи, когда говорят мэтры действительно нашего кино, большие профессионалы. Потому что, к сожалению, сейчас у нас тяжело с кадрами, и мы стараемся... А в чем проблема? Почему тяжело с кадрами? Ну, это такая комплексная проблема, я думаю, мы отдельный эфир сделаем. Хорошо. Тут двумя словами, двумя предложениями не даже описать. одно решение, например, не может помочь изменить всю ситуацию. Это целое комплексное, должен быть подход ко всей этой теме. Обязательно поднимем тему эту в эфире, но получать вот такую обратную связь, это всегда приятно, это как бальзам на душу, но когда появляются какие-то негативные комментарии, они, кстати, могут возникать еще на этапе только подготовки к какому-то проекту, то есть только ты делишься информацией о том, что вот совсем скоро, там буквально через месяц ждите новый фильм, и там уже пошли вот эти вот ложки, иногда целые половешки дегтя. Как вы обычно реагируете на такие комментарии, замечания, на такую обратную связь? Глобально вообще все равно выработался какой-то иммунитет ко всему этому, потому что в первую очередь, когда еще сам медиапродукт до конца не готов, о нем уже делают какие-то выводы негативные, странно это принимать очень близко к сердцу, потому что, ну, камон, народ, дождитесь результатов, там уже говорите, что хотите. Но если это какой-то чисто необоснованный хейт, такая прям желчь, то она сразу идет мимо. Ну, то есть к сердечку его лучше не подпускать, потому что зачем отравляться лишний раз? Так, версия Азамата принимается. Исмаил, а в твоем случае? Я думаю, что каждый имеет право на свое мнение. Главное, чтобы это не было оскорбительным, потому что там лично никого не оскорблять. А фильм понравится, не понравится, это от человека зависит. То есть, если, например, мне зритель скажет, условно, твой фильм вообще очень плохой, может быть, я не буду у него, я приму это, спрошу, может быть, мне будет интересно, почему. Если, например, это скажет какой-то человек из индустрии, мне будет более интересно с ним пообщаться на эту тему, потому что я считаю, что если мы говорим, ну, как назовем друг друга профессионалами, и попробуем разобрать какие-то вещи, вот здесь будет интереснее послушать, почему ты так считаешь. Вот правда, периодически заходишь на какие-то ресурсы типа Кинопоиска или IMDb и смотришь мнение людей, которые с кинематографом никак не связаны. Да? Они просто пишут, мне фильм не понравился, потому что... И вот начинают перечислять. Но это рядовой зритель, для которого это кино и готовилось. Понятно. Я имею в виду, что они переходят вот эту вот границу какую-то дозволенного, условно говоря, он лезет туда, в чем не понимает. Вот об этом я думаю, что тут не... Я к этому отношусь очень как лояльно, наверное, и просто, потому что я считаю, что зритель имеет право на абсолютно любую точку зрения. Именно по фильму. Он может зайти, не зайти человеку вообще в раз. И если ты зацепила человека, да, это круто. Это действительно приятно, что человек смотрит. Сериал будет выходить только в интернете, правильно? Пока да. Отсюда и название веб-сериал, да. Все-таки да, в интернете. Пока ребята, может, планируют потом да, на ТВ запустить. Возможно, да. Но Есть некоторые планы, поэтому сейчас пока не будем
так как нет определенных. Хорошо, но мы можем хотя бы приоткрыть завесу тайны в плане того, чтобы рассказать, когда примерно ждать сериал, сколько примерно по хронометражу будет каждая серия длиться и сколько вообще серий в этом проекте запланировано? Ну вот вы когда говорили по поводу задач сценаристам, то есть одна из основных задач была вписаться в 6 серий и условно там 15 минут хронометража. Одной серии? Да, каждая серия по 15 минут, итого 6 серий. Планируем в конце лета первую серию и дальше уже... То есть уже через 1,5 месяца будет готова первая серия. Да. А будет каким образом происходить? Вы снимаете серию и запускаете ее, или зрители будут ждать полностью весь отснятый материал, да, и вы только потом начнете запускать? Не, ну мы если начинаем уже на следующей неделе, дай бог, и, соответственно, тут такое, ввиду того, что мы сейчас живем в 21 веке, и цифровизация, и прогресс дошел до нас, мы имеем возможность, например, монтировать и снимать параллельно, что очень сильно ускоряет процесс. Ну, вы прогрессивны. Друзья, если у вас есть вопросы, то можете присылать их в Телеграм по номеру 28-40-107. Исмаил Зибаи и Азамат Зияев сегодня у нас в гостях. Друзья, напоминаем о том, что мы говорим о новом проекте под названием «Малика». Это будет веб-сериал, который стартует где-то ближе к концу лета. И в итоге у нас будет 6 серий интересных, интригующих, детектив, социальная драма, все будет намешано. А какие-то, кстати, комедийные моменты будут присутствовать или все-таки не на этот жанр ориентируетесь? Учитывая жанровые характеристики, юмор там минимален. Ну, то есть он есть такой, очень тоненький, немножко так присыпали, но за комедию лучше не туда. Туда за вот такой драмой, чтобы... А за мудростью какой-нибудь, житейской, бытовой? Ну, не. Таким там и точно, это душно. Все, отлично. Так, ребят, смотрите, то есть фильм, ну, примерно, суть понятна в чем, да, то есть девушку обманывают, пытаются ее продать ну, в общем, на ней пытаются заработать деньги. А как вы находили вообще информацию? То есть у вас были какие-то консультанты по этим вопросам? То есть не конкретно по этим вопросам, а вообще в целом? То есть, вы думали все? Юридические какие-то моменты, да, может быть, там какие-то, ну вот были ли? Да, разумеется, потому что создание любого сценария предполагает глубокий ресерч. Исследование. Исследование, да, глубокое исследование. Я переводчик. Спасибо. И... По сути, любой сценарий, любой качественно хороший сценарий это наблюдение плюс обострение. В нашем случае это сбор информации плюс ее обострение для того, чтобы работал сюжет. Вот. И перед тем, как сесть писать сценарий, ну то есть какую-то канву, какие-то поворотные точки в сценарии мы обдумываем, но чтобы наполнить это правдоподобностью, мы обращались за помощью, например, к правозащитникам, которые занимаются вопросами торговли людей. Вот. И получили множество инсайтов, которые, как мне кажется, неплохо внедрили сценарий, и от этого он стал еще более драматичным, еще более правдоподобным, и мы смело можем сказать, если нам скажут, ну это кино, мы такие, нет, в реальной жизни тоже такое может вполне себе произойти. Вот. Я прям с нетерпением жду, хочу посмотреть. Помимо правозащитников, нам еще неплохую консультацию дали правоохранительные органы, которые непосредственно занимаются вот этими вопросами, предотвращением торговли людей. Вот. И там тоже было множество cool story из их практики, большую часть из которых мы внедрить не могли, но для того, чтобы прочувствовать вайб всей трудности. Ну что, русский забывает, что ли? Настроение. И что-то я забыла про свою миссию, я же переводчик. Да, спасибо, Дарья. Должен быть, да. Для того, чтобы прочувствовать тему целиком, это было тоже максимально полезно, то есть мы изучили закон, как он работает конкретно в отношении преступников, которые этим занимаются, и все это придало сценарию еще больше глубины, еще больше правдоподобности, то самое наблюдение плюс обострение. Хэппи-энд? Спойлер, не будем говорить, что там в конце. Хорошо, а можем поговорить вот о чем. Иногда в том или ином фильме персонажи, они прям максимально приближены к реальным людям. Вот ты смотришь и думаешь, так, вот я знаю этот типаж и могу прям по именам назвать каких-то знакомых, которые бы соответствовали. Иногда в фильме нарочито, ну, усиливают, да, какие-то негативные качества или положительные. Что касается... Что касается ваших героев, то они про что? Про первую тему или про вторую?
Эта компиляция, мне кажется, в любом, опять-таки, исключительное мнение, в любом хорошем сценарии нет под копирку списанных образов, но опять-таки, если мы не говорим про байопики, это постоянно компиляция каких-то черт, но опять-таки какие-то дефолтные персонажи у нас тоже, стандартные базированные персонажи есть, которые выполняют определенную функцию, дабы вызвать какую-то эмоцию, и делают это они нарочито показушно, но опять-таки свое развитие, свою арку драматическую они, тем не менее, имеют и глубже, чем могут показаться, возможно, на первый взгляд. Опять-таки, смотрите все это внимательно. Вот. Будем смотреть обязательно внимательно. Исмаил, скажи, пожалуйста, как человек опытный, который уже не одну киноленту снял, бывает ли такое, что во время съемочного процесса меняется сценарий? То есть, ну вот, допустим, режиссер сейчас, вот в данный момент времени, на этой локации, видит, что вот надо бы сыграть по-другому или там какую-то сцену вообще полностью Тогда поменять. Азамат же сказал, его позовут, он приедет за 7 Нет, тут самолетов. бывает, может, даже без Азамата. Вот я к этому и подвожу. То есть Да. Азамат будет не в курсе, только в конце, когда уже посмотрит, скажет, ничего ж себе я написал. Это нормальная практика, кстати. Ну, там до 20% можно менять даже на площадке. Ну, на площадке, да, бывают моменты, когда либо бывает так, что, например, текст не ложится актрисе или актеру. То есть тот диалог... Выучить не могут они. Не то чтобы, а вот они начинают разговаривать, и вот, ну, не идет. Видно, что либо сложно ему сказать, либо это выглядит неестественно. Мгм. И бывают, да, моменты, которые приходится менять. Главное, чтобы это было согласовано С кем? со съемочной группой, чтобы каждый знал, что мы меняем. Например, когда знает только условный там оператор режиссера, остальная группа не знает, например, художнику нужно что-то вообще переставить. Ага. И он такой, вау, чуваки, это не было. А последнее слово все-таки за кем? Меняем или не меняем? На съемочной площадке за режиссером, потому что за творческую часть именно он отвечает, и, естественно, любой адекватный режиссер, он понимает, что такое сроки, он понимает, что такое работа вообще в кинопроизводстве, и здесь нужно правильно понять, чтобы изменения были, чтобы они улучшали, чтобы изменений не было ради изменений, потому что вдруг кто-то кому-то захотелось что-то изменить или у кого-то что-то не получается. Они должны быть исключительно ради улучшений. Есть вопрос. Доброе утро. Есть ли в вашем фильме сцены 18+? Нет. Нет. Нет? Вы чего, народ? Правильно. У нас нельзя 18+. Почему? Это же для интернета. Ну, вот, знаете, тут момент такой, который... То есть кино — это же, по сути, зеркало общественное. Я не думаю, что, во-первых, сложно будет, наверное, и актрисам, и актерам. То есть у нас еще к этому не готовы. Я думаю, что нет. Это Вот, достаточно что сложно. касается, кстати, актрис и актеров, не все профессионалы, кто-то с этими вещами сталкивается впервые. Когда мы говорим о профессиональном актере, ему говорят, ты будешь играть антагониста. Это нормально воспринимается, да, я буду злодеем, я сейчас это круто отыграю. Когда человек с этой сферой не был знаком ранее, были ли какие-то моменты, когда люди говорят, не-не-не, я хочу только добряшечку, я хочу только прям вот хороший. Или что вы за роль мне предлагаете, например? Вот было примерно такое, что Правда? как вы могли мне предложить это? Ну, Прям личные обиды. да, мы думали, что вы нам подойдете, А это извините. человек профессиональный актер? Нет. Ну, видимо, поэтому. Вот мне кажется, это круто сыграть антагониста. То Я бы есть- прям с удовольствием. Но антагонистов тяжелее играть. У него Конечно. же очень много там. Ты же должен все равно любить своего героя. Любой герой, который есть, он делает какие-то вещи по определенному. Почему-то он это все делает. Он не делает это просто так. Это, условно говоря, в жизни мы можем какое-то действие сделать и не объяснить никому. Вообще никому не объяснять. А в кино все-таки должна быть мотивация у героя. Четко прописанное. Каждый о своем, да? А актеры, кстати, имеют какое-то слово на съемочной площадке? То есть, допустим, он читает сценарий, Брэд Питт, да. а вот наш местный Брэд Питт, я не знаю, кто... Баха Назарбаев. Баха тоже там играет? Я играю одну маленькую Камол, роль. ну ладно, не Камол уж, ладно, я как-то, извини, Баха, я даже оскорбился, наверное, в какой-то степени. Что происходит? Я Следите за новостями, в сериале всё Подписывайтесь, да, обязательно. У меня будьте с нами. будет право голоса. Нет, правда, вот актер может сказать, а я бы, если бы это происходило со мной, сказала бы здесь несколько иначе. Зависит от проекта, на самом деле. Опять-таки, по опыту скажу, мы с командой, как раз-таки, где была здесь Сатури, принимали участие в конкурсе снять фильм за 48 часов. Вот, организуют его казахи.
То есть, Это проект Go Viral, по-моему, нет? Да. Американского посольства. Да. И, в общем-то, надо снять фильм за 2 дня. Как раз-таки там слово актеров было, потому что сценарий был написан во время самого конкурса, и они какую-то идентику туда все равно привносили свою, потому что они чувствовали, что органичнее и быстрее ее сыграют. Вот. Но когда, мне кажется, какой-то большой проект, в частности сериал, то актер должен, мне кажется, выполнять задачу, тогда все будет работать как часы, потому что если каждый будет высказывать свое мнение уже на съемочной площадке, как бы он это улучшил, то ой-ой-ой, это так может затянуться. Вы как думаете, Акай, продюсер? Ну, тут важно тоже, чтобы это было гармонично. Если это не работает, например, главная фишка – это чтобы это было лучше. Если вы делаете это просто потому, что вы считаете это нужным, но это не работает, это не улучшает. Главное, чтобы это все улучшало. Если это действительно улучшает, и какие-то предложения бывают, да, там 1 дубль сняли, 2 дубль сняли, такие, 3-й дубль, может, по-другому сделаем, так будет гармоничнее и интереснее смотреть. Вот эти мизансценические моменты, когда режиссер на площадке разводит мизансцены, там бывают, есть вещи, которые действительно что-то они могут поменять. И здесь, опять-таки, самое важное, чтобы это было на улучшение. Если это просто ради того, что прикольно он встал и ушел, ну, окей. Так, время в столице 9 часов 53 минуты. Нам пора подводить итоги. Ребята, Думаешь? Да, надо. Не хочется, но надо прощаться, потому что время поджимает. Ребят, Я просто подумала о том, что мы не сказали еще об одной главной вещи. Все-таки будет, наверное, презентация какая-то этого проекта. Разумеется, будет, да? Да, разумеется, будет. Мы вам Ориентировочно можете сказать, когда это произойдет? тоже где-то в конце августа, да. В конце лета будет презентация этого проекта, где ребята смогут посмотреть первую серию, да, дебютную, эксклюзивно. И мы, кстати, на радио будем разыгрывать пригласительные билеты на эту самую встречу, на эту самую презентацию. С помощью создателя они будут нам предлагать какие-то вопросы, интересные и любопытные, ответив на которые вы сможете попасть на эту презентацию. Договорились? Ну, я думаю, сейчас ребята... Я сняла просто с себя ответственность, моя задача была. Нет, я к тому, что ребята, придя на эфир сегодня, я думаю, заинтересовали многих, да, прийти и посмотреть этот фильм, вообще просто потом в дальнейшем посмотреть весь сериал. Ребят, мы вам желаем удачи. Мы знаем, что работа предстоит длительная и, как мне кажется, сложная, но вы справитесь. Спасибо. Мы с вами мысленно. Спасибо. Я буду в кадре. Все нормально. Честно будет? Акай, продюсер, пообещайте, пожалуйста. Да. Как-то вымученно ты это сказал, он тебе угрожал, моргни, если ты находишься в его заложнике. Нет, на самом деле, ребят, вам, правда, удачи, и мы с нетерпением ждем работы вашей. Спасибо за приглашение. Спасибо, всего доброго, ждите наш сериал, будем очень рады всем отзывам, и хорошим, и нехорошим. И хорошим, и только хорошим. Кому в первую очередь понравится этот сериал? У вас вот есть какие-то догадки? Главное, что понравился моей маме. Все, больше никого не призываем. Все, прощаемся не только с нашими гостями, но и с нашими слушателями. Друзья, время столицы 9:55. С огромным удовольствием на протяжении 3 часов вместе с вами были Дарья Христолюбова, Бахан Зербаев и партнер нашего шоу МДО Хуму. Услышимся с вами уже завтра в последний рабочий перед отпуском. Ура, ура, любим, целуем, пока. Счастливо.